Для выморозки судов холодная погода – одно из главных условий. В головном предприятии «Лорб» на Жатайской базе технической эксплуатации флота работа по выморозке идет полным ходом. Этот метод полностью заменит подъем судна в док и обходится гораздо дешевле. Речники проверяют исправность судов и по ходу заменяют изношенные детали. Ульяна Шагина ознакомилась с ходом работ. Сейчас она на прямой связи со студией. Ульяна, я тебя приветствую, ждем подробностей. Анастасия, приветствую тебя с Жатайской базы и отмечу, что работа здесь не прекращалась даже в самые лютые морозы. И главный инструмент выморозчиков – это лопата, бензопила и кайло. С помощью них они, продвигаются постепенно к самому сердцу судна, это к его винтам, убирают эти льды. И, конечно же, это очень такая ювелирная задача, потому что главное здесь не повредить ни одной детали. И вот что рассказали сами работники. У нас бывало, что мы и в минус 15. Для нас это экстренная выморозка называется. 15 градусов мороза. А так 35 Сейчас, еще терпимо. Сейчас расскажете. Ага. Представьте, пожалуйста, фамилию. Клус Михаил. Как фамилия еще раз? Клус, К-Л-У-С. Ага, а должность? Ну, я вообще-то на заводе работаю слесарь-судоподъемщик, а на зимний период времени ухожу в отпуск и занимаемся выморозкой. Уже 8-й год. И как вот сейчас, пока холода? Ну, нормально идет. Уже, в принципе, работа идет, собственно, к завершению. Уже в насадках работаем, скоро до винтов дойдем. Мороза пока хватает. 35 градусов – это нормально. Конечно, не 50, как хотелось бы, но хватает. Вот холода для вашей работы очень важно, да? Очень важно, да. Холода – это мы радуемся, как дети. А для чего это? Лед быстрее промерзает. Мы же снимаем слоями. Слой сняли, оставляем, ждем, пока промерзнет новый. Намерзает, опять снимаем. Вот так потихоньку ходим. Чем ниже температура, тем быстрее намерзает лед. Выморозка – это когда ото льда высвобождается дно судна. Оно полностью заменяет подъем судна в док и, конечно же, обходится гораздо дешевле. Это самый простой способ быстро отправить детали на ремонт. И главное здесь, чтобы было холодно. Работа начинается с грамотной расстановки речных судов еще с осени. Всего судов таких в Жатайской базе 120, и примерно четверть из них подлежит выморозке. У нас запланировано на выморозке было 31 судно, это порядка 2700 кубов. На сегодняшний день выполнено 91%. И осталось доработать, у нас дорабатывают сейчас вот эти суда, это порядка 7 единиц. Дорабатываем суда, я думаю, к числу 10 марта мы закончим выморозку полностью. Это по Жатайскому затону. И у нас еще затон из Хандага, где там вымораживаем 5 единиц судов, там осталось это уже 2 единицы, где работают по движителю-рулевому комплексу, вымораживают винты, насадки, уже заканчивают тоже. А вот, допустим, ремонтная работа, насколько вообще сложная? Допустим, объем какой большой, да? Выморозка же одно дело, надо же еще и ремонтировать, да, это все? Ну да, у нас движитель рулевой комплекс, там в основном винты и валы. Но мы стараемся осенью их всех снять на доке и на слипе. У нас осталось здесь пару единиц всего, это СК-27 и СК-2014, у которых винты, ну сейчас люди там уже снимают. Естественно, на Жатайскую базу ежегодно ложится наибольшая нагрузка, так как здесь наибольшее количество судов. А меньше всех в Осетрова всего 4 судна. И к концу февраля работники должны уже закончить все эти выморозочные работы, чтобы судно с первым потеплением уже смогли выйти на реку. Анастасия, у меня все. Ульяна, благодарю тебя за информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина.